Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугуни». Я ее ведущий Роман Спиридонов. Вы можете подключиться к нашему эфиру по телефонам, которые вы сейчас увидите на своих экранах. Это можно сделать и по Вайберу, и по скайпу, для того, чтобы позвонить, высказать свое мнение о происходящем в оккупированном Крыму и на материке, или задать вопросы к участникам нашего сегодняшнего разговора. А начнем мы с новости. Послы Евросоюза одобрили продление экономических санкций в отношении России, введенных из-за агрессии в Украине, в частности, из-за оккупации Крыма. Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвек. Европейский Союз, я напомню, после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это секторальные экономические санкции, которые ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к рынкам и бизнес-структурам Европейского Союза. Они также накладывают запрет на экспорт и импорт в сфере торговли вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения, которые можно использовать для военных целей, и ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы при добыче нефти или поиска ее залежей. В то же время, что делает Украина? Какие санкции мы можем назвать национальными? И есть ли они, и эффективны ли они? И будем говорить мы об этом с нашим гостем Андреем Клименко, руководителем Института стратегических черноморских исследований. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Вы очень внимательно отслеживаете ситуацию, связанную с заходом судов в закрытые крымские порты, отслеживаете авиационное сообщение. Вот по вашим наблюдениям, можно ли говорить, что санкционный режим, а это те санкции, которые ввела Украина, запретив посещение портов в оккупированном Крыму, этот режим соблюдается, и мы можем говорить, что наше государство эффективно пользуется этим запретом для того, чтобы потом преследовать нарушителей? Я хочу сказать, что в целом санкции действуют и действуют очень хорошо. И на сегодняшний день мы имеем ситуацию устойчивую в течение многих лет, когда экономика оккупированного Крыма лишь на 25-30% обеспечивает доходную часть консолидированного бюджета оккупированного полуострова, а 75% это дотации из федерального бюджета государства-оккупанта Российской Федерации. На полуострове не работают практически порты. Движение судов, это считанные десятки за год. Мы имеем закрытые порты полностью в Евпатории, в Ялте, и еле дышат порты в Севастополе, Феодосии и Керчи. Там происходят массовые увольнения. В целом портовая отрасль в Крыму потеряна. В целом, вы знаете, что в Крыму не работает множество сервисов глобальных в полном объеме компьютерных. Туда практически не ездят иностранцы, не летают самолеты, кроме российских. То есть это практически полный режим изоляции. Какие существуют на сегодняшний день лазейки? Ведь мы все равно наблюдаем периодически за тем, как какое-то судно то ли заходит, то ли стоит на дрейфе возле берегов Крыма. Вот какие эти лазейки на сегодняшний день существуют, и есть ли какие-то возможности их прикрыть? Бизнес всегда ищет лазейки с большим или меньшим успехом.
И на сегодняшний день мы видим, что м, э, полностью для того, чтобы скрыть заходы в закрытые порты Крыма, подсанкционные, э, практически полностью вдоль побережья Крыма не работает система автоматической идентификации судов международная в нарушение всех морских законов международных. Корабли не включают, точнее отключают передатчики этой системы АИС, то есть их не видно. И изобретаются различные способы с перевалкой, перегрузкой. И, в общем-то, сегодня в порты Крыма заходит 20, 30, 35 судов за год. Это, как правило, суда российские, либо суда стран, которые сами под санкциями. Преимущественно Сирия последний год. Вот. То есть это уже остатки, за ними постоянно идет охота. И я думаю, что морскому сообщению с Крыма в принципе уже пришел конец. А вот когда вы говорите про охоту, и мы тоже слышим в сообщениях прокуратуры Автономной Республики Крым о том, что накладываются аресты на нарушителей, это связано и с авиакомпаниями российскими. Вот есть ли механизм доведения этих арестов, этого запрета до логического своего конца, до физического ареста этих самолетов, этих пароходов? Мы знаем, что за прошедшие уже почти 7 лет было несколько арестов, их до десятка судов в украинских портах. Скажем так, это те судовладельцы, которые с дуру решили, что им ничего не будет, если их судно зайдет в украинский порт. Они получили наглядный урок, так, и таких заходов их практически нет. В 2014 году такое было, пока еще система не работала, в 2015, а потом, когда заработали мониторинговые группы «Наша», Центра «Миротворец», ВКонтакте с появившейся и набравшей силу прокуратурой Автономной Республики Крым, ВКонтакте с службой безопасности Украины по Автономной Республике Крым, уже есть наработанные процедуры, что с этим делать, и этого боятся. Вот. Что касается самолетов, это сложная тема. Дело в том, что большинство самолетов, бортов, которые летают в Крым, это лизинговые борты, которые принадлежат Боингу и Airbus. То есть они еще не выкуплены российскими авиаперевозчиками. И фактически, если арестовывать их, то это наносится ущерб нашим союзникам, да, там, то есть компаниям Соединенных Штатов и Европейского Союза. Поэтому сложно было найти решение, и я вижу, что в последнее время прокуратура Автономной Республики Крым, видимо, такие решения нашла, потому что по нескольким десяткам судов она объявила, воздушных судов она объявила арест, и, по всей видимости, последуют какие-то их совместные действия с силовыми структурами соответствующих стран Европы и Соединенных Штатов. Во всяком случае, я знаю, что Соединенные Штаты высказывали такое желание поработать по таким схемам юридическим, чтобы задержать такие борты, которые в небольшом количестве летают и в Крым, и в Нью-Йорк, скажем. Вот, то есть эта работа идет, и я здесь оптимист. Есть ли у вас факты сотрудничества наших украинских компаний с оккупированным Крымом? Видите, после того, как упали опоры в 2015 году,
И после того, как началась гражданская блокада Крыма, то прямого сухопутного сообщения с материковой Украиной и оккупированным Крымским полуостровом его нет. Ну, это да, это общеизвестный Значит, факт. то есть, но никто ж не гарантирует, что может существовать перепродажа любых товаров через третьи страны, через фирмы-посредники. Это вот такая же кейс Сименса, так называемый, да, там. Вот. Это та же самая история с ильменитом. Ну и, конечно, для этого, чтобы этому уже оставшимся небольшим объемом положить конец, нужно немедленно отменять закон о так называемой свободной экономической зоне в Крыму, потому что он ну, оставляет некоторые лазейки безнаказанности. Ну, если вы не возражаете про эту свободную экономическую зону, мы подробнее поговорим чуть позже. Давайте сейчас поговорим, вот вы уже упомянули ильменит. И буквально 9 декабря появилась новость, которую опубликовала Екатерина Ерейская, гражданская журналистка, о том, что стало известно, что в нашем порту Черноморск на загрузку судно, на загрузку ильменитом стало судно «Богдан». И вот по ее информации, эта партия ильменита была предназначена для крымского «Титана», и она должна якобы быть доставлена в оккупированный Крым через перегрузку уже в портах Варны на санкционное судно Сирия. Саурия. Саурия, да. И 13 декабря она уже под эту информацию подтвердила, сказала, что в Варне как раз Богдан разгрузил ильменит, и там ее Саурия это ждала для дальнейшей погрузки. Вот формально или неформально это считается нарушением торговой блокады Крыма, вот с нашей стороны? Ну, смотрите, я сначала хочу передать привет нашим коллегам из групп, это проект «Сикрым», Центра «Миротворец», Катерина Ерейска, которые года 3 систематически каждый пароход с ильменитом отслеживают. Мы тоже это делаем уже 7-й год и с ними сотрудничаем. Тема ильменита, несмотря на кажущуюся простоту, сложно найти ее решение. Дело вот в чем. Но объективно ситуация выглядит так. Крымский завод «Титан» производит примерно 75 тысяч тонн двуокиси титана в год. Для этого ему нужно 180-200 тысяч тонн ильменита. Этот ильменит все это время украинский. Но смотрите, что происходит. Сначала они просто в наглую поставляли его с Иршанского ГОКа, который, кстати, управлялся холдингом Фирташа, и этим же холдингом управлялся завод «Титан». Вот, напрямую из портов Одессы на рейдовую перевалку в Керченский пролив, там переваливался на другое судно и заходил в Керчь, Варшинцево, в Камыш-Бурун. Вот. Потом это все начали, когда это отслеживать, начала работать прокуратура, начали работать журналисты. И не только мы, а начали работать журналисты в Румынии, в Турции. Начал Меджлис крымско-татарского народа говорить регулярно об этих проблемах, в том числе президенту Турции и другим руководителям страны. Вот, значит, возникла такая схема. Ильменит продается некой компании. Эта компания забирает его не крымской, естественно, и не российской. Эта компания забирает его из порта в Одессе и везет его в турецкий порт Самсун. Там его разгружает, его загружают на другое судно и везут формально его не в Крым, потому что Турция это не приветствует, а везут его назначением на порт Кавказ. И на рейде порт Кавказ переваливают.
когда эти схемы постоянно освещаются, вот из порта Самсун они перешли в порт Амберли, из порта Амберли в порт Деринже. Когда все это выявляется, они сейчас перешли в порт Хопа. Есть такой порт недалеко от Батуми, турецкий. Сейчас они потом перешли в порт Констанца. И сейчас похоже, что перешли в порт Варна. И все это все время разные компании из разных стран. Но здесь вопрос совершенно в другом. Ведь мы живем в условиях рыночной экономики. И Иршанский ГОК должен продавать свое сырье. Раньше и вот по сегодняшний день у него был один единственный покупатель. Это крымский завод «Титан». И мы понимаем, что не запретим мы так, чтобы какая-то фирма через вторые, третьи руки, да, купила на рынке этот ильменит. Там же не написано, что он идет в Крым. Вот. И я бы сейчас сделал таким образом, что нужно совершенно четко правительственным решением или решением РНБО запретить поставки ильменитовой руды с Украины в оккупированный Крым. Затем поручить отслеживать эту ситуацию правоохранительным органам с тем, чтобы они обращались по правовой помощи к соответствующим прокуратурам названных мною стран, то есть Турции, Румынии и Болгарии, и отслеживали и пресекали эти вещи. Но а если говорить об экономической природе этого дела, то я бы на месте государства помог бы Иршанскому ГОКу найти, законтрактовать весь объем этой ильменитовой руды для других покупателей в других странах, там, где из него реально будут производить двуокись титана. Потому что в Украине этот объем никому не нужен. То есть помочь олигарху Фирташу зарабатывать. Но там уже не олигарх Фирташ. Там идет сложный очень процесс. Этот горнообогатительный комбинат возвращается под управление государства из холдинга ДФ. Вот, там этот процесс тоже идет с разными рейдерскими схемами. Ну, маемо то еще маемо. Главное не опускать руки и довести это до конца. Ну вот для объективности нужно озвучить и позицию объединенной горно-химической компании. Там заявили, что информация о том, что компания поставляет ильменит в Крым, сфабрикована против действующего руководства предприятия с целью сорвать подготовку к приватизации. Будучи ответственным украинским предприятием, ОГХК требует от всех клиентов придерживаться обязательного условия запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях, в том числе и на временно оккупированной территории РК. В случае выявления несоответствия заявленным условиям к подписанию контракта или установления достоверных фактов о нарушении такого условия, при выполнении контракта обязательства сторон подлежат досрочному прекращению. Правда, тут есть одна оговорочка. В заявлении компании уточняется, что в соответствии с указанными условиями конечной точкой, в которой ОГХК поставляет продукцию, есть определенная железнодорожная станция на территории Украины, а следующая логистическая цепочка перемещения продукции происходит под непосредственным контролем и под ответственностью иностранной компании покупателя. Ну, то есть мы как бы вот снимаем с себя ответственность, то это то, о чем вы сейчас говорили. Да. А сейчас... Но я должен сказать, что заявление они сделали совершенно правильно. Вот. Эта компания не может выполнять функцию службы внешней разведки Украины, да, или Центрального разведного управления США и по всему миру отслеживать. Нет на это полномочий никаких. Надо искать оптимальное решение, и я думаю, что на стыке между государством, морскими властями, гражданской журналистикой и правоохранительными органами такое решение можно найти. Кстати говоря, я вам скажу, что это очень похоже, например, мы же знаем, что работает на территории Крыма фирменные бренды
там и Адидасы, и Мерседесы, и БМВ и так далее, да? Вот. И это все не так. Они работают через фирмы прокладки на территории Российской Федерации, в Краснодарском крае. И мы, кстати говоря, предложили Европейской комиссии в этом году, Европейскому парламенту записать в регламенты Европейского Союза категорический запрет и ответственность лицензированного компании в России за то, что она эти свои товары или услуги продает на оккупированной территории. К нашему разговору сейчас подключается наш коллега, журналист-расследователь Центра журналистских расследователей Евгений Лишан. Добрый вечер, Евгений. Добрый. Мы тут уже начали такой детальный разговор о нарушениях, о санкциях, но хочется узнать твою оценку по поводу эффективности украинских санкций. Синхронизируем ли мы их с европейскими? Вводим ли мы те, которые необходимо ввести, но мы не вводим? Вот, ты очень тоже внимательно следишь за ситуацией, связанной с попытками торговать с оккупированным Крымом. Вот, хочется узнать твое мнение. Ну, прежде всего, закон о санкциях в Украине есть, но он категорически не соответствует своим задачам. Он не решает проблемы санкций, не раскрывает, не дает возможности санкциям действовать эффективно. Санкционная политика в Украине, как таковая, как слаженная система, она отсутствует. Проблема в том, что нет государственной политической воли для реализации этой политики. Санкции производятся бессистемно. То накопились, то не накопились, бросили. По какой системе, по какой причине? Есть реестр санкций, нет реестра санкций. То есть существует определенный хаос и бессистемность. К сожалению, мы должны подавать пример Соединенным Штатам, Европе, в том, какие санкции вводить, против кого вводить. На деле происходит так, что мы догоняем США и Европу, причем с очень большим опозданием. Целый ряд предприятий, которые находятся в санкционных списках Европы и США, у нас до сих пор не под санкциями. Ну, риторический вопрос, а в чем причина там? Политическая воля, и как сегодня на круглом столе у нас уже было замечено, еще проблема в том, что в такой неясной, непонятной, бессистемной ситуации очень легко проводить свои коррупционные интересы. Интересы тех, кто заинтересован в том, чтобы санкции не были введены, в том, чтобы торговать дальше с Крымом. В мутной воде легко ловить рыбу. Вот одна еще из коррупционных, наверное, составляющих — это закон о свободной экономической зоне. Мы с Андреем Клименко уже начали об этом говорить, и сейчас, Андрей, давайте с вами продолжим. Этот же закон, он вводился для того, чтобы защитить, с одной стороны, крымчан, которые до оккупации занимались каким-то бизнесом, и этот закон просто сейчас освобождает их от налогового бремени, которое могло бы там начисляться. Да? Но с другой стороны, он открывает какие-то лазейки для нарушения торговой блокады. В чем его минусы? Я хочу сначала... Евгений, давайте вот немножко по очереди. Вот сейчас Андрей ответит, а потом... Я сначала скажу пару фраз по синхронизации санкций. Мы этим занимаемся много лет и имеем единственный в стране выверенный реестр, в котором все предприятия, которые под санкциями Украины, США и Европы. Кстати говоря, государство не имеет такого реестра, как и реестра морских судов-нарушителей. И в этой ситуации уже 7 лет структуры гражданского общества заменяют государство. Причем достаточно успешно. Потому что мы вместо государства, правда, вместе с Министерством иностранных дел, значит, в последний год активно работаем по новым санкциям. И успешно, американским, не украинским. Но цифры интересны.
В списке Европейского Союза находится 68 предприятий, в списке США 469, а в списке Украины 1137. То есть беда в том, что они не полностью совмещаются. И мы сделали вот эту сверку для того, чтобы облегчить государству возможность довести это до конца, до логического. Тому государстве, чтобы это было, нужно, на мой взгляд, иметь государственное санкционное бюро, специальный орган, который бы этим занимался. Теперь по закону о свободной экономической зоне. Мы еще в 2014 году на стадии его обсуждения криком кричали и с администрацией президента Порошенко общались по поводу того, что этот закон просто-напросто дает возможность остаться работать в Крыму крупным европейским, украинским компаниям, таким как компания «Эпицентр», например, которые, и не только, которые просто перерегистрировали свои крымские активы по законодательству России, сменили бренды, значит, и продолжают получать левым путем вот так вот, значит, прибыль. То есть это чисто коррупционная схема, которая чисто сделана в интересах ряда российских, украинских, пардон, крупных компаний. Владельцы этих компаний все эти годы сидят в правящих партиях в украинском парламенте и торпедируют любые попытки на уровне комитетов Верховной Рады этот закон отменить. В этом законе есть единственная норма нормальная, которая касается особенностей ведения бизнеса. Ну, например, у нас была общественная организация в Крыму, да, там, значит, с которой мы работали. Естественно, что мы не можем продолжать ее деятельность здесь, вот, но она не ликвидирована. Поэтому на нее могли бы начисляться обязательные платежи. Вот чтобы этого не было, закон это остановил. То есть он заморозил вот такие начисления обязательные по платежам за землю, по платежам за имущество, по налогу, по социальным фондам и так далее на те компании крымские, которые прекратили работу в условиях оккупации, чтобы счетчик не работал у них автоматически. Вот это нормально, но это не имеет никакого отношения к свободной экономической зоне. Это нужно, как предлагал изначально Андрей Сенченко, делать закон об особенностях ведения бизнеса, связанного с оккупированной территорией Крымского полуострова. Евгений, Вот, а это, да. Да, ваша позиция. Собственно, Андрей Клименко абсолютно точно описывал ситуацию с этим законом. Выгоды его очень частные, и заботиться о том, чтобы потери не принесли какие-то отдельные конкретные люди и компании, а общественный ущерб от него очевиден, ущерб государству от него очевиден. И отменять его необходимо, это тоже очевидно. Ну, я знаю, что Центр журналистских расследований занимается именно темой, связанной как раз с отменой СЭС. Да? Вы следите за этой ситуацией. Вот, может быть, у вас есть какие-то оценки того, насколько реально его отменить вот в нынешнем парламенте? Работа ведется во всяком случае. Насколько я знаю, и сегодня, как мне подсказывает память, Дарья Спирида из представительства президента Украины в Крыму говорила, что именно сейчас создана рабочая группа по работе над отменой этого закона. По ее словам, это нельзя делать мгновенно, но работа в этом направлении сейчас ведется. Однако, с другой стороны, при предыдущей власти тоже создавалась рабочая группа, но ни к чему это не привело. Нужно следить и, сказать, не давать забыть представителям власти о том, что какая задача перед ней стоит и что ее нужно выполнять, не откладывать.
Какие, ну, если, как ты говоришь, нет политической воли, то, может быть, есть какие-то инициативы, которые могла бы услышать власть, если она их сама не находит. Какие еще есть механизмы, какие санкции, в каких секторах экономики их надо вводить, чтобы эффективно влиять на оккупанта? В секторах, ну, мне нравится эта формулировка, в каких секторах экономики надо вводить санкции. Прежде всего, нужно вводить секторальные санкции. У нас секторальные санкции не введены до сих пор вообще. У нас введены только санкции по конкретным физическим и юридическим лицам. И да, там много, там больше 1000, но это конкретные лица. А нужно бить по площадям, это как артиллерист говорю, там, где не работают точечные артудары, нужно накрывать квадраты. И вот Европа и США ввели эти секторальные санкции еще в 2015 году. Вот, то есть по горячим следам. Вот. Почему Украина этого не вела? Опять же, нет политической воли. Ну, такой риторический вопрос. А есть какая-то информация все-таки о суммах ущерба, которые наносят украинские санкции? Есть у кого-то такая информация? Я конкретных сумм не назову. Не назову, возможно, у Андрея есть Да, вот, данные эти. Андрей, вы можете оценить эффективность наших санкций? В целом какой-то нет методики оценки. Это сделать крайне сложно. Я как экономист это говорю. Значит, на мой взгляд, наиболее адекватные оценки, которые делают и российские, и американские, и бывшие российские эксперты, это совпадает с нашими оценками, что в целом Россия от санкций теряет примерно 2% ВВП в год. Это очень много. Если говорить по чисто украинским санкциям, то запрет на военно-техническое сотрудничество привел к тому, что мы перестали поставлять двигатели для военных кораблей российских. И это сорвало всю судостроительную программу России, военную. На много лет отодвинуло, перемешало, принудило их создавать новые гибридные всякие виды военных кораблей и так далее. Но я бы здесь вот что сказал, в чем, на мой взгляд, главная проблема. Санкции — это все то, что мы делаем в сфере экономики против государства-агрессора. Когда упали вышки, это были санкции гражданские. Когда началась блокада Крыма, гражданская блокада Крыма, и прекратилась торговля, это были санкции. Когда перестал поступать газ с 2014 года, с весны, и они были вынуждены газопровод по дну Керченского пролива срочно бросать, и энергомост бросать, это же появились их дополнительные затраты в миллиарды долларов новые, да? И то, что мы не поставляем воду, это санкции. Вот. Но это все не описывается законом о санкциях. Понимаете? Вот вода — это мы просто не подписали контракт. Понимаете? Вот. А это нужно закрепить на нормативном уровне. Беда вот в чем. Санкции — это инструмент экономической войны. И половина в нашей страны и во власти, и в обществе не готова даже употреблять термин «экономическая война» с Россией. Вот здесь главная причина. Здесь есть свои объяснения. Ну, например, мы наполовину зависим от российского ядерного топлива для атомных электростанций. 7 лет назад зависели на 100%, сейчас на 50%. Потому что половину уже заместили американским топливом.
Вот, то есть здесь есть целый ряд сложностей, но надо четко сказать, да, это экономическая война, а это значит, что заниматься этим должно не Министерство экономики, этим должно заниматься Министерство обороны, РНБО, внешняя разведка, контрразведка, военная разведка и Министерство иностранных дел. То есть те органы и организации, которые занимаются войной, а не экономическим сотрудничеством. Мгм. Благодарю вас, Андрей, что были с нами на связи. Андрей Клименко, руководитель Института стратегических черноморских исследований. С Евгением мы еще продолжим наш разговор. То и дело, в Крыму появляется информация о том, что там можно приобрести украинскую продукцию. Минералка или те же самые конфеты известного бренда. Вы проводили расследование, узнавали, как это происходит? И вообще, как происходит ли действительно торговля украинских предприятий с оккупированным Крымом? Ну, насколько мне известно, та крымская минералка, которая продает, точнее, минеральная вода под брендами украинскими, она в большинстве случаев просто фальсифицируется и разливается там же в Крыму. Вот это то, что свидетельство наших России, это же Моршинская, например, цех под Бахчисараем разливали псевдоводу. Вот. Что касается продукции, то ее не трудно вывести из Украины в Беларусь, Россию и далее в Крым через Керченский пролив. Понимаю, что это чуть-чуть удорожает эту продукцию, ну, плечо поставки, но тем не менее это работает. И ограничить это полностью технически невозможно. Если есть злой умысел у компании за пределами Украины, то они это сделают. Ну, я знаю, что в парламенте есть проект закона Наливайченко, в котором он предлагает сконцентрировать всю информацию, все вопросы, которые бы, санкционные вопросы, которые бы занимала страна в Министерстве финансов. Вот Андрей сейчас говорил, но говорил про Министерство обороны и про прочее. Министерство финансов по американскому образцу, где этот орган имеет такие полномочия. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что нужно взвешивать и рассмотреть все варианты, потому что законопроект Наливайченко не единственный законопроект по санкциям, там законопроект ЕСКО готовится. Вот, есть идея Министерства экономики поручить это дело, вот, санкционную политику. Но нужно взвесить все за и против. Я не готов сейчас вот выдать готовые рецепты, какому ведомству отдать санкционную политику. Если бы я был готов, я бы уже готовил свой законопроект. Но здесь нужно смотреть не просто какому ведомству отдать, а то, каким функционалом этот орган наделить по санкциям. А какие эти функции должны быть? Ну, то есть, что должно произойти, какая структура, с каким функционалом, как ты говоришь, должна быть структура, чтобы мы могли бить в одну точку, что называется, чтобы это было не распылено по разным ведомствам, чтобы мы не узнавали это где-то из разных источников, а чтобы мы видели эффективность работы. Видишь, Роман, в том-то и дело, что, с одной стороны, нужно консолидировать усилия, но с другой, санкции должны быть применены по очень многим направлениям, и за эти направления, опять же, отвечают разные ведомства. Вот, то есть в любом случае этот орган должен быть в той или иной форме коллегиальным. То есть он должен иметь возможность собирать всю информацию из разных ведомств, причем не просто, что он попросил, а ведомства захотели дали, захотели не дали, а должен иметь полномочия извлечь эту информацию и правильным образом применить. Ну, складывается такое впечатление, что этот будет очень сложный такой механизм, и это будет, если это и будет, то это будет еще очень не скоро, и самым эффективным механизмом санкционным все-таки является гражданское общество. И вот почему-то в нашей стране такой вот парадокс. Или это нормально?
Ну, это очень грустная история, когда государство систематически не поспевает за гражданским обществом. Вот говорили о гражданских санкциях, когда взорвали эти опоры электропередач, когда перекрыли дорогу, чтобы товары туда не поставляли, когда воду перекрыли. Э, это дело гражданского общества, но это должно было сделать государство. Еще до того, как гражданское общество явочным фактом эти санкции ввело. Вот, так и сейчас. Государство не должно отставать, оно должно угадывать и идти впереди. Это его интересы. Благодарю, Евгений, что был с нами на связи. Евгений Лишан, журналист-расследователь Центра журналистских расследований. Мы говорили о санкциях. А сейчас с нами на связи Андрей Ведеринский, политолог. Добрый вечер, Андрей. Да, добрый вечер, Роман. Продолжая тему санкций, хочется поговорить о поддержке, которую нам оказывает мировое сообщество. Вот сегодня стало известно, что послы ЕС согласовали продление еще на полгода этих санкций. Мы ждем каких-то инициатив, наверное, от нового президента Соединенных Штатов Америки, Байдена, поскольку считается, что это тот человек, который будет ужесточать политику в отношении агрессивных действий России. Как вы видите эту ситуацию? Ну, значит, я бы немножко просто вас уточнил, что это не шаг международного сообщества в сторону Украины, либо поддержка нас. Это в первую очередь шаг международного сообщества к тому, чтобы осуждать субъектов внешней политики, ну, субъектов имеется в виду страны и конкретных должностных лиц, которые нарушают мировой порядок. Потому что именно в первую очередь защищается тот мировой порядок, мирный, который сформировался после Второй мировой войны, в котором определили, что способом решения конфликтов отнюдь не может быть война, либо территориальные претензии, которые решаются военной интервенцией. Поэтому я не то чтобы против вашей версии, но тут просто надо делать правильный акцент на том, что каждые полгода, продлевая санкции, это не нам одолжение делают, не Украине. На самом деле они констатируют этими санкциями ровно то, что не восстановлено статус-кво, которое было в суверенной стране, которая называется Украина, с признанными границами, и, соответственно, ее границы нарушены суверенным государством. Вот мне кажется, вот так абсолютно верно говорить. И каждый раз пугать, допустим, как делают определенные политические силы тем, что мы рискуем, что санкции будут не продлены, они не могут быть не продлены ни Европейским Союзом, ни другими субъектами внешнеполитической деятельности, в силу того, что не изменилось обстоятельства, вследствие которых они, собственно говоря, и были введены. Территориальный конфликт, который имеет место в виде военной агрессии на территории Востока, он не прекращен, и территория Автономной Республики Крым Украине не возвращена. Андрей, я вас перебью на минуточку. Мне подсказывают режиссеры, что у нас есть телефонный звонок. Наш зритель — это святой, ему всегда первое слово. Пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь и говорите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот передо мной выступает Андрей. И все рассказывает. Вот санкции, вода, Крым, туда нужна вода. Но почему-то я в российских СМИ, я сам россиянин. Вот езжу в Россию, в России даже никто снова не спрашивает про воду. Как туда она поступает, что поступает. Кого понимать это неправильно? Я не очень понял, что в России не говорят, про что не говорят. Ну, в России нет, нет никакой пропаганды, нет воды, они прямо задыхаются без воды там или что такое, я не помню. Как вода нужна? Нам или россиянам. А вы где живете? Я живу в Харькове. Вы живете в Харькове, а рассказываете, что происходит в России. А я потому что бываю там часто. Ну, наверное, потому что жителям России не очень интересно, что происходит не в России, в том числе и в Крыму, потому что он украинский. Это понятно, что вы расскажете сейчас, понятно. А в чем вопрос? Ну, я вот вопрос задал один конкретный. Кому нужна вода? Нам или россиянам? Ну, спасибо за вопрос. Андрей, наверное, это к вам вопрос. Кому нужна вода, нам или россиянам? Вы хорошо переадресовали вопрос. Вода нужна жителям полуострова. А как они себя ассоциируют, россиянами или украинцами, это стоит спросить у них. Мы, по-моему, с вами констатируем проблематику, которая имеет место на территории, которая является оккупированной. И, наверное,
субъект, таким, который является страна-оккупант Российской Федерации, в своих средствах массовой информации о проблематике этой указывать не будет. Мне кажется, это вполне очевидно. Точно так же, как они сейчас пытаются максимально дистанцироваться от расследований позиции, которые освещают оппозиционные политики, тот же господин Навальный, который уличает сотрудников спецслужб в умышленном отравлении и слежке в отношении него. Но вряд ли они будут это обсуждать на всероссийских телеканалах общественных. Поэтому, если мы говорим о том, что существует пропаганда, то пропаганда точно не будет работать в минус с репутацией субъекта, из-за которого и вследствие которого она существует. Ну вот так. по роду своей работы мы следим, конечно же, и за российскими СМИ. И надо отметить, что там градус такой информационного накала, связанный с отсутствием воды на полуострове, он поднимается с каждым днем. Там, я не знаю, что имел в виду житель Харькова, рассказывая про Россию, но вот оккупационные СМИ в Крыму рассказывают о том, что воды там нет, о том, что водохранилища пересохли. Собственно, это так и есть, только они умалчивают о том, что если бы они не расширяли свои воинские базы и не тратили всю воду на Министерство обороны свое, то воды бы людям хватило. Если говорить, кому нужна вода, то она действительно вода нужна жителям Крыма, и она у них обязательно будет сразу после того, как оттуда уйдут россияне. По-моему, это вот очевидно. Мне кажется, тут нет предмета для дискуссии нашей с вами. Когда мы говорим о санкциях, они уже такие устоявшиеся, их там с 2014 с 2015 года периодически список компаний и лиц, причастных к агрессии, нарушению международных законов, расширяется. Но если говорить о том, чтобы они были еще более эффективны, что нужно в этом списке добавлять или менять как-то кардинально эти подходы санкционные? Знаете, я уже несколько раз отвечал в эфире и вашего телеканала, и других телеканалов свое видение этого вопроса. Что такое санкции? Санкции — это не количество юрлиц. Юрлицы могут быть с оборотом, могут быть без оборота. Они могут быть живые, могут быть мертвые, то есть, которые на экономическую деятельность страны не влияют никак. Что значит сделать больно стране, чтобы она почувствовала эти санкции? Это должно ударить в первую очередь по ее экономике. Это должно сделать болезненно, в первую очередь, жителям ее страны. Не отдельным олигархам, они уже и так мультимиллионеры или миллиардеры. А это должно повлечь за собой экономические последствия, которые ощутит каждый гражданин. Какие последствия ощущает каждый гражданин любой страны, в отношении которой работает? Это ограничение продукции, которая так или иначе либо Почему-то очень плохой звук. Мы вас практически не слышим, Андрей. Ничего не трогает. Хорошо. Тогда прямо спрошу. Можно ли рассчитывать, что с вступлением в должность Джо Байдена мы сможем рассчитывать на введение таких санкций, как отключение SWIFT, например, системы платежей? Международная система SWIFT. Вы меня слышите? Да, с посторонним шумом, конечно, но это не имеет. Удивительно. Не знаю, но у меня нет посторонних шумов. Значит, международная система SWIFT — это в первую очередь европейская система расчетов. И вступление Байдена в должность президента 20 января мне абсолютно не кажется взаимосвязанной с отключением Российской Федерации от этой платежной системы. Я не слышу оснований, которые бы звучали. Северный поток-2 — это тоже европейская история, но при участии США она фактически остановлена. Вы знаете, тут очень интересный вопрос. Я слышал версию, она мне тоже интересна с точки зрения анализа, что в отношении кого в первую очередь, как вам кажется, как нам всем кажется, применяются санкции, если мы говорим о проекте «Северный поток-2». Вроде бы о предприятии, которое является застройщиком, вроде бы «Газпром», вроде бы Российская Федерация. Но с формальной точки зрения и в отношении Германии тоже. Германия взяла на себя репутационные обязательства достроить этот проект. Она не выходит из него. И Соединенные Штаты ровно так же, как давят на Российскую Федерацию, точно так же давят и на Германию.
И тогда давайте зададимся вопросом, а чего они пытаются достичь вследствие давления для Германии? Вот просто поменяем хотя бы угол рассмотрения этого вопроса, потому что мы каждый раз, думая и считая, что США вводят санкции в отношении субъектов предпринимательства, которые задействованы в строительстве Северного потока, делают это для Украины. Какая цель, допустим, была? Да, слушаю вас. Ну и почему для Украины? Речь о том, что есть нарушитель международного спокойствия, против которого вводятся санкции, и вот и все. Ну, правильно. Вы же сами сказали, что эти санкции не для Украины. Мы вообще о разных санкциях с вами говорили. Вначале мы говорили о санкциях Европейской комиссии, которые продлевают их каждые полгода. А сейчас мы говорим о Северном потоке и санкциях Соединенных Штатов. Поэтому это не одно и то же, как минимум. И когда я говорю о том, что влияют в первую очередь санкции на Германию, как мне кажется, то Германию они влияют, с точки зрения ее вложения денег в Североатлантический альянс на уровне 2% ВВП, который она не выполняет. На уровне того, что Германия, как один из самых больших промышленных рынков потребления природного газа, может и должна для диверсификации закупать газ в Соединенных Штатах в виде сжиженного газа, что является для них интересным. И вот поэтому, в первую очередь, экономические последствия, они не для «Газпрома» от Северного потока, они для Германии. И мне кажется, что стоит в этом в том числе рассматривать интерес Соединенных Штатов, помимо того, что вводить санкции в отношении Северного потока, не только ради Украины и в ущерб Российской Федерации, а в том числе с их прагматическим интересом по отношению к Германии. Вот и все. Я пытаюсь просто расширить ту повестку, которая уже, повестку осознания процессов, которые нам свойственны в течение последних лет. Ну хорошо, давайте поговорим еще об одной теме. Бюджет 2021. И к нашей беседе подключается Сергей Фурса, эксперт по финансовым вопросам. Добрый вечер. И вопрос общий. Как вы оцениваете этот бюджет? Реалистичен ли он? И когда там ожидать уже первые правки? Ну, смотрите, бюджет – это абсолютно такой же обычный бюджет, какой каждый из подающихся бюджетов. Критика этого бюджета точно так же звучит, как всегда звучит критика. Единственный недостаток этого бюджета по сравнению с другими бюджетами, главный риск этого бюджета – это, наверное, слишком большой бюджетный дефицит. К сожалению, он составляет больше 5% от ВВП. Это гораздо больше здорового уровня, который рекомендуемый как для стран европейских, так и для Украины. И это будет означать рост долговой нагрузки. Можно ли его считать реалистичным? Или мы будем наблюдать, что там каждый квартал или какой периодичностью он будет урезаться, перекраиваться? Ну, смотрите, какой-то пересмотр бюджета, наверное, будет, хотя бы потому, что туда закладывается курс, а прогнозирование курса, то есть там доход от таможни – это важный элемент очень для бюджета, а она очень существенно, этот доход от таможни очень существенно зависит от курса. И курс сейчас как раз мы видим укрепление гривны, тот процесс, который наметился. И не исключено, что курс будет сильнее, а это будет означать меньше доходов от таможни. Ну, как пример. Поэтому какой-то пересмотр бюджета, возможно, будет, а возможно, он и не понадобится. В этом бюджете, несмотря на то, что после того, как прошли президентские выборы, и президент Владимир Зеленский говорил, что нужно сокращать расходы на администрацию, на свой аппарат, наоборот, выросли. Если я не ошибаюсь, на офис президента на 39%, на офис прокуратуры, это немножко другая история. Вот сейчас давайте обсудим целесообразность увеличения расходов на офис президента. Андрей, пожалуйста, вам слово. Мне кажется, на самом деле не совсем корректно обсуждать, целесообразно или нет повышать заработную плату государственным служащим. Мне кажется, не совсем корректным ставить вопрос, допустим, о том, почему растут расходы на офис генерального прокурора, если в течение этого года происходит тестирование сотрудников Генеральной прокуратуры, которые, соответственно, вследствие этого тестирования часть людей лишается своей работы, то есть происходит именно то, что называется сокращение раздутых штатов, а та часть людей, которая остается на работе, она должна получать повышенный оклад. Плюс индексируется, скажем так, минимальная оклад, от которого отталкивается заработная плата во всех государственных органах, в том числе
и в Национальном антикоррупционном бюро, и в Государственном бюро государственных расследований, соответственно, и расходы на них растут. Но это абсолютно не значит, что они полностью покрывают все те расходы, которые необходимы. Ну, сегодня вышло интервью господина Сытника, да, в «Зеркале недели», в котором он говорит, вот у нас, так же, как и в ГБР, кстати, должно быть собственное научное подразделение, которое будет проводить экспертизу. И оно должно было быть создано согласно закону. Оно не создано, потому что нет бюджетного финансирования. Поэтому тут не разговор идет о том, что целесообразно или нет. Нам так или иначе для того, чтобы полностью выполняли функции, все, которые предусмотрены законом, наши государственные органы, финансирования не хватает. И это объективная реальность. Вот вы когда называете офис президента расходы на 39% возросли, ну, дальше же нужно смотреть, на какие статьи и расходы. Возможно, опять очередной ремонт Мариинского парка. Я помню, каждый год на них по 100 миллионов выделяли последних 5 лет, до 2019 года. Возможно, на заработные платы, возможно, на какие-то другие условия. То есть, ну, цифра одна есть, но в то же время она не отображает так или иначе содержание этих расходов. Поэтому целесообразно или нет, если Верховный Совет проголосовал, значит целесообразно. Все, вот очень простой вопрос. Это же финансовый документ страны, принимает его парламентарии. Соответственно, нужно его выполнять. Будет ли секвестр бюджета? Будет, очевидно будет. По результатам первого квартала, когда мы получим полную статистику, которая касается 2020 года, мы поймем, насколько выросло, упало ВВП в стране за 2020 год. Будем понимать статистику импорта, экспорта, цен на международных рынках. Все равно будет пересматриваться показатели государственного бюджета. И господин Марченко, он тоже этого не скрывает, и в комментариях он говорит об этом. То есть, ну, это живой документ, с которым приходится работать, точно так же, как и с бюджетом 2020 года, и 2019, и 2018 года. Ну, вы так говорите, ну, будет как будет, но все-таки нам хочется знать, как будет на самом деле. Есть ли какие-то риски оказаться в какой-то сложной, еще более сложной экономической ситуации? Вот Слушайте, в 2020 году, когда принимали бюджет, нам казалось, что мы знаем, как будет. Но по итогу марта месяца бюджет был секвестрирован, и, соответственно, вроде мы уже ничего не знали, как будет. А сегодня, вернее, не сегодня, вчера, да, появляется сообщение о том, что Минфин на рынке заимствований разместил облигации на 51 миллиард гривен. Но от этих знаний как бы легче становится или нет? Ну и процентный доход по этим облигациям, он выше гораздо, чем депозиты, на которых граждане страны могут размещать собственные средства в частных банках. И выше они просто потому, что иначе такую сумму, собственно говоря, вы бы не нашли предложение денег на такую сумму заимствования под меньший процент. И это объективная реальность рынка заимствований на сегодня. Сергей, вот к вам вопрос. Оправдало ли себя решение правительства об этих ОВГЗ, которые, да, были вложены, выброшены на рынок для того, чтобы выйти из экономической ситуации в этом году? И можно ли использовать этот механизм в следующем? Еще раз, этот механизм используется всегда. Это стандартный рабочий механизм как Украины, так и любой другой страны. Украинское правительство годами, каждый вторник выходит на рынок заимствований, размещая АВГЗ. Это абсолютно стандартный, нормальный рабочий инструмент. Было очень много просто критики, связанной с тем, что это было выброшено там очень по дорогим процентным ставкам, что это могло бы там привести к девальвации гривны. И в итоге... Смотрите, вот сейчас вы цитируете недоэкономистов и разного рода посипак-олигархов, которые рассказывали про пирамиду АВГЗ. И это касалось основ 2019 года. Это абсолютно манипулятивная фигня, простите мне мой французский, потому что люди, которые так говорят, либо сознательно врут, либо ничего не понимают. За 2019 год, когда они критиковали размещение в АВГЗ, ставка на привлечение долга через гривневый ресурс снизилась с 20% до 10%. Сюда зашло очень много иностранных денег, и это позволило, в том числе привело к укреплению гривны, но также это позволило правительству занимать не в долларах, а занимать в гривне, что гораздо лучше для любой страны, занимать в той валюте, которую она имитирует, которую она контролирует. Поэтому АВГЗ – это самый оптимальный способ заимствования, который может быть у украинского Минфина. И в данный момент мы можем только радоваться. Конечно, вопрос там госбанки, заходят не госбанки и так далее, но так или иначе. Инструмент АВГЗ – это самый правильный ресурс для привлечения денег. Единственный вопрос, что не всегда там есть
достаточно средств для привлечения, и поэтому чаще используется механизм еврооблигаций для выхода на внешние рынки и заимствования не в национальной валюте. Но сейчас, когда у нас опять возвращаются иностранцы на внутренний рынок, это более чем позитивное явление, это очень важно. А тем людям, которые говорят о пирамиде госдолга, надо просто опять же напоминать, что они апеллируют к опыту 98 года в России, когда была пирамида какого? Пирамида внутреннего долга. Так вот, у пирамиды госдолга есть три признака. Первое – это постоянно увеличивающаяся ставка заимствований. Второе – это сокращение сроков постоянное, потому что инвесторы же не дураки, они видят, что строится пирамида и требуют и все больше и больше цену за заимствование, и готовы давать на все более и более короткий срок. И третье – это постоянно растущая долговая нагрузка. То есть отношение долга к ВВП не просто абсолютная сумма долга, а отношение долга к ВВП постоянно увеличивается. Так вот, в Украине в 2019 году все было с точностью до наоборот. Ставка, благодаря тому, что приходили иностранцы, создавали дополнительный спрос, ставка постоянно снижалась, сроки заимствования постоянно увеличивались, потому что это локальные банки готовы покупать на год и не больше, а иностранцы готовы брать на 4 и 5 лет, ну и плюс снижалась долговая нагрузка. Сейчас, опять же, нет никаких причин для того, чтобы мы переживали в связи с тем, что правительство активно начало использовать рынок внутренних заимствований. Мы должны переживать только тогда, когда это были эмиссионные деньги. Но пока что нет причин предполагать, что Национальный банк запустил печатный станок. Поэтому это абсолютно здоровый процесс. И хотелось бы, чтобы чем дальше, тем больше было именно внутренних заимствований в национальной валюте и меньше заимствований в долларе. Ну, кстати, многие депутаты и слуги народа в этой студии даже говорили, что в принципе ничего страшного, если будет запущен печатный станок. Это позволит нам справиться в какой-то мере с возникшим дефицитом. Те люди, которые так говорили, понятно, что это поможет справиться с дефицитом, да? Но только это создаст еще одну гораздо большую проблему. То есть сейчас Аргентина решает проблему запуска печатного станка. Но вот беда. Официальный курс межбанка Аргентины сейчас в 2 раза отличается от черного рынка. То есть представьте себе, сейчас у нас курс на межбанковском рынке 28, а вам бы меняли под 50. Вот чем заканчивается обычно запуск печатного станка. К сожалению, многих депутатов от «Слуг народа» набирали где-то по объявлению, судя по всему. И они одни в коронавирус не верят, а другие говорят, что печатный станок надо запускать. Андрей, есть дефицит достаточно серьезный в этом году и дефицит, заложенный на следующий год. Чего ждать? Что правительство просто простит эту задолженность? Да? Ну, у нас там, год закончится, бюджет обнулится. Или мы найдем какие-то способы? И что это за способы для того, чтобы эту задолженность, этот дефицит покрыть? Дефицит всегда покрывается заимствованием. То есть разрыв между доходами и расходами условно формирует ваш дефицит. Вы этот дефицит покрываете именно внутренними или внешними заимствованиями. Это не вопрос долга, который вы кому-то можете простить. Соответственно, как обычно поступает правительство, оно одалживает деньги. Это опять же таки процесс, который у нас циклично происходит каждый год. По поводу депутатов от «Слуг народа», которые рассказывают об эмиссии денежных средств, они, наверное, имеют в виду то, что называется Национальный банк будет напрямую покупать ценные бумаги правительства. Но для них им стоит открыть закон о Национальном банке и посмотреть о том, что есть прямой запрет на такую прямую эмиссию денежных средств. Соответственно, они, как народные депутаты, если они хотят эмиссию денежных средств, то они должны менять закон о Национальном банке. Ну, соответственно, говорят о них глупости. Ну, вот примерно вот так. Давайте поговорим, может быть, есть сильные стороны этого бюджета. Вот говорят, что в процентном соотношении к ВВП выросло финансирование силового блока. Как вы оцениваете, Сергей, вот эту позицию? Можно ли говорить, что в этом бюджете уделено внимание нашей национальной безопасности вот в той мере, в которой необходимо? Ну, смотрите, там увеличение произошло не Минобороны, а в основном полиции и других силовых органов. И тут я не думаю, что это плюс. Нельзя говорить, что это однозначный минус, но это точно я не вижу в этом плюсы. Особенно учитывая, что когда мы говорим об украинских силовых органах, и полиция, и СБУ, тут в первоочередную задачу надо решать реформированием и забиранием у них функций контроля над экономикой, а по-простому они доят бизнес. Особенно вот мы знаем известное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в СБУ, которое страх и ужас для любого бизнеса и сдерживающий фактор для инвестиций.
и гораздо лучше провести реформу СБУ, убрать у них половину функций, и тогда увеличивать финансирование честным ребятам из контрразведки, которые, собственно говоря, и защищают страну. Поэтому прямое увеличение средств это вряд ли можно назвать плюсом. Тем более, что чем меньше будет перераспределение ВВП через бюджет идти, тем лучше. И когда-то еще в 2014-2015 году она ставила цель, чтобы через бюджет проходило не больше, чем 35% от ВВП, и чтобы доля государства и влияние государства уменьшалось. К сожалению, пока процесс не наблюдается. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. И мы говорили с вами о бюджете. Наши эксперты Сергей Фурс, экономический эксперт Андрей Вегеринский, политический обозреватель. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Мы переходим к другой теме. Южный окружной военный суд в российском Ростове запросил для крымчанина Олега Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием 3 лет в тюрьме, а также требует с него 200 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщает адвокат Назим Шейхмамбетов. Сейчас мы с ним свяжемся. Я пока напомню, что Олега Приходько задержали 10 октября прошлого года. Его обвинили в подготовке к террористическому акту, незаконном изготовлении взрывчатки. У него был обыск, якобы нашли у него какие-то элементы этой взрывчатки, потом нашли какие-то телефоны, по которым он якобы договаривался с соучастниками об организации взрыва российского генконсульства во Львове. И, как мне подсказывают, Назим Шейхмамбетов уже с нами на связи. Добрый вечер, Назим ага. Добрый вечер. Расскажите подробнее, это сегодняшнее, да, заседание суда? Это сегодня ему запросили 11 лет Олега Приходько? Да, сегодня состоялось судебное заседание, в ходе которого суд объявил об окончании судебного следствия, то есть все представленные доказательства сторонами, собственно, подошли к концу, и мы перешли к судебным прениям. В прениях выступил государственный обвинитель, который попросил суда признать Олега Аркадьевича виновным по всем инкриминируемым статьям предъявленного обвинения и назначить в виде наказания лишение свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, 3 из которых в тюрьме. Это такие новеллы по статьям 205, так называемым, террористического характера. Плюс дополнительно 200 тысяч рублей штраф. То есть 3 года в тюрьме, а остальные годы это в колонии, правильно я понимаю? Или... Да, строгого режима, да. Ну, то в лагере. Угу. А в связи с чем такие разделения? Есть какие-то смягчающие обстоятельства, что ли, или как? Нет, это новеллы, значит, Уголовно-исправительного кодекса, которые были введены совсем недавно, и по статьям террористической направленности будут приняты поправки. Таким лицам обязательно необходимо назначать, значит, какой-то срок отбывания в тюрьме. То есть, ну, если коротко и понятно для всех, то есть лагерь общего режима, значит, колония строгого режима или общего режима, это лагерь, ну, скажем так, как некое такое, там есть бараки, есть улица, человек может выходить, работать и так далее. А тюрьма, это человек находится постоянно 24 часа в сутки в замкнутом помещении, как в следственном изоляторе, и его выводят на прогулку на 1 час в день. И все. То есть вот 3 года он, по сути, будет продолжать находиться по условиям содержания, как в следственном изоляторе. Только потом он сможет выйти в лагерь. То есть это еще более ужесточенная форма наказания? Да, да, безусловно, конечно. А какой следующий этап? Что дальше у вас будет происходить? На 23 декабря назначено следующее заседание. Будет защита уже выступать в прениях. После этого должно быть предоставлено право Олегу Аркадьевичу выступить с последним словом. И после этого суд уйдет в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу. Ваши... Ну, даже не хочется спрашивать про прогнозы, потому что, мне кажется, они очевидны в данной ситуации.
Но ваши дальнейшие действия после того, как, вероятнее всего, этот российский суд приговорит Приходько? Ну, в случае вынесения обвинительного приговора Олег Аркадьевич, как бы, ну, собственно, как и защита не питает иллюзий, мы все прекрасно понимаем, что это за дело и как оно мотивировано, поэтому здесь ожидать на оправдание крайне-крайне маленькая надежда есть. Значит, ну, если будет все-таки вынесен обвинительный приговор, безусловно, мы его обжалуем, как в национальном, значит, законодательстве и судебной системе на национальном уровне и на международном уровне. Ну, собственно, на международном уровне уже работа ведется, мы направили ряд документов для подготовки жалоб, в том числе по условиям содержания, по оказанию медицинской помощи и так далее. То есть и в случае вынесения там и вступления в законную силу там, обвинительного приговора, он также будет приобщен в эти документы для обжалования международных квазисудебных органов. Олег Приходько, он присутствовал, да, при требованиях обвинения? Да, он присутствовал, воспринял? и мы допрашивали сегодня. Олег Аркадьевич дал показания, собственно, он исчерпывающе рассказал все и дал картину по поводу, что на самом деле происходило. Собственно, что мы на протяжении всего уголовного дела, как на стадии предварительного следствия и судебного следствия, мы пытались доносить как до следователя ФСБ, так и до суда в этой части. Как он воспринял такое требование? Готов он был к этому морально? Абсолютно спокоен. Я же, как я ранее говорил, Олег Аркадьевич не питает иллюзий, что кто-то будет разбираться. К сожалению, это так. Поэтому он абсолютно спокоен. Он понимает, что здесь будет обвинительный приговор. То есть у него мнение такое. И терпит, держится стойко. Нет повода для печали какой-то. Была информация о плохом самочувствии, о потере частичной слуха, о том, что было сложно передать лекарства или невозможно было. Вот какое состояние здоровья сейчас у Приходько Олега? Ну, сейчас ситуация стабилизировалась, слава богу, ему оказали медицинскую помощь в следственном изоляторе города Ростов-на-Дону, делали уколы, капли. Сегодня мы с ним общались, я в том числе обсудил с ним вопрос, связанный с его самочувствием. Он сказал, что ответ стандартный, как в тюрьме, но в любом случае каких-то критических жалоб на данный момент нет. Его перевели в другую камеру, где более, скажем так, более человечные условия содержания, то есть там тепло, там есть отдельное койко-место, то есть на данный момент, слава богу, он, несмотря на его возраст, на его хронические заболевания, как бы, слава богу, пока проблем нет. Ну, во всяком случае, не сегодня. Благодарю вас за подробности этого дела. Назим Шейхмамбетов, адвокат о преследовании уголовном украинского активиста и патриота Олега Приходько. Сегодня пришла еще одна новость, но на этот раз уже радостная. Гражданский активист Константин Котов, который выступал против оккупации Крыма и осужденный на 1,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, вышел на свободу из исправительной колонии номер 2 в городе Покрове Владимирской области. Котов, как сообщают СМИ, провел в заключении 493 дня и полностью отбыл наказание, которое ему назначили в апреле. И, как известно, что дело Котова оно было одно из самых громких в истории протестного движения в России в 2019 году. Это 34-летний программист, молодой парень, который участвовал в нескольких политических акциях, а также был одним из инициаторов ежедневных пикетов у администрации президента России за обмен российских и украинских политзаключенных, точнее, за возврат в Украину политических заключенных в обмен на россиян, которые были в Украине признаны виновными по разным статьям. Он также помогал в 2014 году захваченными, прошу прощения, не в 2014 году, а помогал украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили пограничники России, и активно выступал против оккупации Крыма. И вот сейчас с нами на связи Мария Эйсмонт, его адвокат, и мы можем узнать
подробности освобождения. Как себя чувствует Константин, что с ним, где он, какие у него планы? А, Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Мы сегодня встретили Константина из колонии. Значит, сегодня был его последний день в заключении. И обычно в этой колонии освобождают осужденных где-то от 10 до 12. Папа Константина позвонил туда. Ему подтвердили, что собираются его выпустить от 10 до 12 часов дня, но мы почувствовали, что, скорее всего, будет как-то по-другому, потому что очень много людей, и активисты, журналисты, правозащитники хотели сегодня поехать, чтобы встретить Константина, и, соответственно, мы ждали, что колония не захочет видеть большую толпу под своими стенами, поэтому мы поехали туда пораньше и, в общем, были правы. Хотя даже мы опоздали, потому что его подняли до подъема и фактически вытолкали в 6:30, 6:40 из-за ворот, увидев двух человек, которые первыми приехали так рано. Это тоже бывшие заключенные по политическим делам в России, которые поехали встречать Костю. Значит, сотрудники колонии пригрозили, что если они немедленно не уедут, то они вызовут спецназ. Но к этому моменту уже подъехали мы поняли, что надо выезжать очень рано, мы даже приехали накануне, переночевали там недалеко. В общем, Костю встретило все равно очень много людей, все с ним пообщались, и сейчас вот он поехал повидать своих родителей вместе со своей женой. Какие настроения, какие планы? Он с вами делился? Ну, планы у него, во-первых, отдохнуть прежде всего, поправить свое здоровье. Это обычный, пообщаться с близкими, друзьями, с семьей. Это нормальные планы любого человека, который провел достаточно долгое время в колонии. Вот. Что касается его каких-то планов на активную деятельность, на политическую деятельность, то, конечно, об этом должен говорить он сам, а не я. Единственное, я могу процитировать то, что он сказал в ряде интервью с свидетелями, которых я сегодня была. Он сказал, что, в общем, он никуда не уйдет из правозащиты, и помощь и поддержка тем, кого преследуют, в общем, останется его делом. Какое его самочувствие? В каком он состоянии вышел из колонии? Он вышел в нормальном состоянии, он вполне бодр, вот, он не сломлен, он по-прежнему человек с большим чувством собственного достоинства, с большим чувством сострадания к ближним. Он, как мы шутили, да, совершенно не исправился, вот, то есть остался тем самым свободолюбивым, искренним, милосердным Костей, которого мы все знали. Существуют ли какие-то ограничения, связанные с его гражданской деятельностью, с его активизмом? Если вы имеете в виду ограничения, Судебные возможно, какие-то, наложенные... да. Нет, никаких ограничений нет, поскольку Костя вышел не условно-досрочно, а, что называется, отсидел до звонка. Какая его была первая реакция, когда он оказался на свободе? Вот что-то его как-то порадовало, удивило? Это надо задавать вопрос ему. Мы подъехали уже не к первой реакции, а может быть, ко второй, третьей. Мы подъехали минут через 15 после того, как он вышел. И этот вопрос явно не мне должен быть адресован. Как проходила его отсидка, скажем так? Оказывались, знаете ли вы такие факты? Там оказывалось ли на него какое-то давление? Пытались ли его обработать, повлиять психологически? А, Значит, психологическое давление на Костю оказывалось, как оно оказывается, в общем-то, на многих тех осужденных, которые находятся в этой колонии. Это очень строгая по режиму, то есть это колония общего режима, но она строгая по реальному режиму. Вот, такая очень своеобразная колония. Значит, и, естественно, поскольку Костя к тому же является политзаключенным, то особенно первые месяцы его нахождения там, они не были простыми, вот, но мы контролировали эту историю, мы все время ездили туда, ему очень многие люди писали письма, адвокаты бывали там, когда надо, вот в самые такие трудные времена, даже вот раз в неделю туда кто-то ездил, а если надо было, то и 2 раза в неделю. Вот. И в целом, в общем, я думаю, что в итоге Костя справился и, как я и говорю, вышел не сломленным, вышел человеком с той же силой духа.
В чем заключалось это? Ну, во-первых, это был запрет на общение с ним большинства осужденных, как он рассказывает. Возможно, это было связано с тем, что его хотели изолировать от других, либо, наоборот, боялись распространения каких-то его свободолюбивых идей среди других осужденных. Тут мне сказать сложно, поскольку я не могу жить в головах оперативных сотрудников. Костю не били и не пытали в колонии, но психологическое давление на него оказывалось более-менее постоянно, особенно на первых порах. Потом как-то мы вроде с сотрудниками этой колонии пришли к какому-то, я не знаю даже, как это назвать, к какому-то общему выводу, что им лучше оставить Костю в покое. Вот, и последние месяцы, как он сказал, было сильно полегче. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору и рассказали о том, как Константин Котов вышел на свободу, о его планах и самочувствии. Это была Мария Эйсман, адвокат Константина Котова. Напомню еще раз, гражданского активиста, который выступал против оккупации Крыма, поддерживал наших украинских моряков, которых задержали российские ФСБшники в Керченском проливе, выступал против оккупации полуострова, за что и получил 1,5 года колонии за слишком активную гражданскую позицию. Но это его не сломило, как сказала Мария Эйсмонт, и он, я так понимаю, готов и дальше проявлять свою гражданскую позицию. Но на этом наше время в эфире подошло к концу. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв для того, чтобы встретиться через несколько минут в этой же студии и поговорить о ситуации в оккупированном Крыму. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.